question for you. Can I get an answer? Yeah, 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 yeah. Girl, I got a question for you. Can I get... Всем приветик, ребята! Давно не виделись, давно я не делала такого рода туториала. Сегодня будем делать вот такой вот мейкап-лук. Будем уже готовиться к праздникам, ребята. Скоро Новый год, скоро уже все праздники. А что, у нас здесь в Америке Рождество идет, потом Новый год идет, да еще несколько там... Ну, короче, праздники приближаются, ребята. Так что хочу вам показать, как сделать вот такой вот макияж. Я этот макияж называю очень контрастным цветным макияжем, потому что здесь очень много цвета. Нету нейтрального, в основном это вот бдыщ. Для такого макияжа нужно носить платье наподобие черного, только однотонный какой-нибудь, не такой цветной. Вот, пока я буду показывать вам, как делать этот макияж, я, по ходу дела, хочу вам показать, как я использую новый продукт, который я недавно получила и купила. Недавно я получила от Elf Cosmetics, теперь не могу их найти, это вот они, здесь они. Это подводочки, холографичные и блески. Просто нереально, ребята, если у вас поблизости продаются эльфовские косметики, вот эти очень классные. Я вот нанесла один из них на моих глазах. И самое главное, я сегодня хочу показать вам и нанести на губах, это уже у меня на губах, но вы посмотрите, как она смотрится вообще. Это такая нереально крутая парочка от Pat McGrath. Если вы не знаете, кто такой Pat McGrath, это звезда celebrity, визажист мирового масштаба, которая создала себе линию косметику теперь, и так как она понимает толк визажа, именно профессионального макияжа, решила сделать свою линию. И все, что она создала, это просто, как, не знаю, искусство. Нереально крутые вещи. Так что я давно хотела купить, но они обычно очень дорогие. Но на этот раз я решила не быть жадницей, как говорится. Жадницей. Не быть жадной и купить нормально, так как мне нужны губнушки. Я обожаю помады. Вот, эта парочка находилась вот здесь. Вот, так что я хочу вам использовать и показать, как она смотрится. Это блеск для губ, это помадочка. Так что вы можете посмотреть, как она смотрится отдельно и как она смотрится вместе. Так что, да. Это то, что у меня на губах, это они вместе. Вы можете посмотреть, как она смотрится отдельно потом, если будете дальше смотреть. Так что вот, не могу дождаться, пока вы посмотрите, как это все смотрится. Так что, если вам интересно, как делается вот такой макияж, оставайтесь со мной. Хочу вам напомнить, если вы еще не подписались на мой канал, не забудьте подписаться сейчас. А вот теперь давайте приступим к туториалу. Ну что ж, ребята, я уже нанесла мою тональную основу на все лицо. Использовала сегодня Bare Minerals Pro Foundation. Это тональная основа от Bare Minerals. В последнее время, не знаю, мне очень нравится, потому что там нету в ингредиентах масла, нету всяких fragrance, то есть никаких духов парфюмерных, которые обычно раздражают мою кожу. Вот, у меня уже на коже вот это. Теперь уже идет, закреплять нужно пудрой, финиш-пудрой. Для этого я буду использовать Charlotte Tilbury. Пудра называется Airbrush Flawless Finish Powder. Использую, получается, на Т-зону, чтобы жирный блеск исчез. Ну и не знаю, например, когда улыбаешься, обычно здесь становится жирным, поэтому чуть-чуть сюда, наверное. Так, чисто закрепить. С пудрой разобрались, теперь идет уже, что? Декорация, как я называю, когда учу своих клиентов. Декорация это как румяна, как контуринг, как бронзер. Короче, кто что использует. Обычно люди только румяные обходятся. Для контуринга буду использовать палетку от NYX, цвет называется карамель. Использую кисточку от Sephora Collection, называется номер 74, Blush Contour. Контурирую вначале нос. Что мне нравится в этой кисточке, что здесь такая прямая, что можно хорошенько начертить и прямо. Теперь ту же кисточку, которую использую я для пудры, беру вот этот banana color, то есть цвет банана, можно так сказать, наношу сверху, чтобы растушевать контуринг. Она становится таким не таким видимым. Наношу контуринг на скулы, там где нужно. Немножечко по бокам лба. Теперь идет хайлайтер, но для хайлайтера я буду использовать более такой холографичный хайлайтер от Elf Cosmetics, от Elf, который я давно хотела использовать. Siren's Call, это от Elf Cosmetics. Очень красивый цвет. Хочу попробовать его немножечко нанести на верхнюю часть скул, чтобы продать такой 3D эффект.
как бы немножко приподнять, лифтинг сделать. Так что я, наверное, попробую вначале вот этот цвет, яркий, на верхнюю часть низку. И потом смешиваю оранжевым цветом. Так, мне очень нравится, если вам видно на камере, этот холографичный хайлайтер просто зажигает. Я нанесла, получается, сюда. Классно просто. В последнее время Эльф очень классную косметику выпускает. Я раньше думала, знаете, вот Эльф косметика, it's okay, там всего лишь $1 стоит программа. Конечно, каждый раз, когда я снимаю, кто-то должен проезжать. В общем, не знаю, реально, в последнее время они очень хорошо стараются, чтобы их продукция была лучше. Другие, кроме вот этого, они еще используют вот такие swatches, могу сказать, они как, короче, холографичный, фиолетовый холографичный вот этот. Красиво очень. Вот это получается более розовое, мне кажется, из-за этого. Это получается первая такая фиолетово-розовая, а третья получается какая? Blue Lagoon. А это Mermaid Tail. Получается, это фиолетовое, а это будет, получается, синее и зеленое. Так, поехали дальше. Дальше у меня идет румяна. Я хочу немножечко румяна нанести. Хотя я раньше вообще не использовала румяна, но в последнее время, не знаю почему, такое чувство, что румяна как-то приподнимает мою щеку, знаешь, вот так. И кажется, вот не знаю, как будто улыбаюсь, когда не улыбаюсь. Вот сложно объяснить, но он дает тебе, как мы на терминах визажа, мы говорим это saturation, то есть немножечко дает цвета, немножечко вот, как бы, как сказать, не серовато слишком, дает немножечко вот цвета. Вот я не знаю, как объяснить это на русском. Ну, в общем, saturation. Я буду использовать румяную Make Up Forever, а цвет называется... Это буква какая-то, я помню. Я, наверное, не смогу уже вытащить. Мне специально дали Джама. Это мой друг, который работает на Make Up Forever, он мне отправил. Я написала для Джамы, чтобы мне отдали. Цвет не помню, ребята, так что пропустим. Но очень красивый цвет, а я буду использовать чуть-чуть, чтобы матрешка не стать. Использую такой fluffy, такой очень мягкую кисточку. Любая мягкая кисточка подойдет. Наношу чуть-чуть. И я буду использовать ее как контур, и вместо того, чтобы использовать здесь, я буду использовать чуть-чуть вот тут, между хайлайтером и контурингом. Так. Теперь идут брови. Для бровей, вы знаете, я люблю Anastasia Beverly Hills Brow Definer. Меня спрашивали, а почему ты перестала как бы носить помадку от Anastasia Beverly Hills? Я не знаю, ребята, может быть у меня уже вот этот Instagram макияж сезон уже прошел у меня, что я уже не хочу наносить макияж, как раньше. Мне кажется, я уже это пережила, я теперь больше хочу такой настоящий профессиональный, а не тот, который полный драг, как мы по-английски говорим. Это я чуть-чуть немножечко стала более натурально наносить все, меньше драмы, как говорится, меньше темноты. Такая. Я не знаю, я пытаюсь все сделать балансированно. Балансированные брови, не слишком много, как говорится, на губах, но в то же время немножко на глазах. Ну, чтобы, знаете, балансировала. Если ты наносишь там много, то наноси меньше тут. Если наносишь там поблестяще, а здесь вообще не наноси. Ну, что-то такое, знаете, балансирую все. Так что брови будут более натуральные, они такие, как раньше были. Итак, я вначале все расчесываю вверх. Наношу вначале под низом, до конца, до чеков, примерно так. Потом расчесываю вниз, строю сверху новые брови. И все, заполняю цветом. Вот эту сторону я особо не делаю, я чуть-чуть так. Примерно так. Брови есть, бровей нет. Итак, я теперь беру свой консилер Shape Tape. Немножечко, потом немножечко почищу под бровями.
Итак, для глаз я сегодня буду использовать несколько палеточек, так как я еще не знаю, на что я иду, так что буду использовать несколько палеток. Но в основном я буду использовать Modern Renaissance от Anastasia Beverly Hills. Второе я буду использовать Sephora Pro. И, возможно, буду использовать Moon Dust от Urban Decay. Так что посмотрим. Я не знаю. Просто я... Как говорится, вроде одно хотела, я хотела красную помаду, потом думаю, так, мне же нужно Pat McGrath swatch сделать, так как я только вчера купила, думаю, так, нельзя делать красную помаду, нам нужно Pat McGrath попробовать, так что, в общем, будем делать то, что у меня сейчас на голове, точнее, в уме, не на голове. Итак, в первую очередь я буду наносить Tempera Color, вот эти тени, кремовый цвет, который можно нанести по всему веку, чтобы осветлить. Этот венецкий красный будем наносить двум углам, внутренний угол и внешний угол, чтобы это такой скетч, чтобы я знала, что я делаю. Маленькой кисточкой вначале черчу, делаю скетч, потом уже буду как бы раскрашивать. Как бы в середину не трогаю, потому что она должна оставаться белой. Поэтому... Как вы знаете, это скетч просто, чтобы как-то нарисовать и знать, где я начинаю. Теперь идет настоящая игра. Так, примерно знаю, что я делаю. Тот же цвет, только пушистой кисточки и растушевываю. Немножечко еще больше добавлю с цветом Love Letter. Немножечко сюда, чтобы дать какой-то, не знаю, интенсивности во внутренний угол. И... А вот посередине будем делать другие цвета. Что посмотрим, как это сработает. Так, и в тот же момент я хочу нанести черный карандаш под глазами. Пока не поздно. И растушевываю кисточкой этот карандаш. Следующее я буду использовать вот эти тени, можно сказать, тени как подводка, и можно использовать как его как тени. Вот эти два, это больше как холографичные, но они все такие очень красивые. Я не знаю, какой из них использовать, потому что они все красивые очень-очень. Я вот думаю нанести вот сюда, или вот эту использовать, или вот этот. Красиво. Так, наверное, буду использовать вот этот цвет, называется Pink Opal. Pink Opal. В общем, я буду использовать его как тени и нанесу в центр моих глаз, можно сказать. Попробую, по крайней мере, если не получится, не получится. Теперь буду наносить нормальную черную подводку, и это уже так, смотрите сами, если хотите. Но я люблю всегда, чтобы мои глаза были кошачьи немножечко, так что подводка у меня от NYX, цвет называется Noir. Примерно так смотрится с моими накладными ресницами. Хочу добавить несколько слов про эти подводочки от ELF. Мне очень-очень понравился именно вот эти тени, что очень красивый такой розовый холографичный, не знаю, очень блестящий цвет. Правда, мне кажется, лучше использовать ее как подводку. Но тенями тоже хорошо, но я нашла сложным, что нанести прям одним слоем. Мне пришлось несколько слоев сделать, чтобы достичь такого прям полностью цвета. А так, когда наносишь только один раз один слой, она не до такой степени блестящая. Нужно несколько раз, а потом она становится блестящим. А так я сделала сватчи вот здесь, если вам видно. Здесь получается серебряный, бронзовый,
Здесь был такой зеленый и этот розовый, который у меня на глазах. Так. А так, думаю, для своей цены они очень классные. Не могу дождаться использовать этот бронзовый цвет в следующий раз для другого лука. Посмотрим. Итак, теперь настал момент, когда нужно нанести мои любимые губки. Просто не могу дождаться. Я этот момент ждала очень долго. В общем, я вчера купила себе губнушки от Pat McGrath. Там есть блеск для губ и помада. Идет вообще со всеми вот этими sequins внутри. Очень красиво. Я просто попробовала вчера на моей клиентке. Думаю, все, последний осталось. Думаю, я куплю. I don't care. Я куплю. Того стоит. В общем, блеск для губ просто нереальный. Я сейчас открою. Короче, я просто срежу вот так. У меня сейчас нет терпения, чтобы смотреть, как правильно открывать. Так что я просто срезаю и открываю. Так, внутри идет, получается, первая помадка. Это вот эта. Называется Divine Nude. Не могу дождаться попробовать на губах своих. Просто нереально. А тут еще идет, получается, описание. Описание про помадку. И идет сам блеск для губ. Вот этот блеск для губ, это просто шикарное. Вот честно, вот очень шикарное. А вот это остальное чисто для меня, для декорации получается. Но для начала я хочу использовать мой карандаш для губ. И увеличить мои губы, как я обычно это делаю. И потом посмотрим, как остальное будет смотреться. Так, первый идет у меня Lancome. Нюдовый карандаш. Строю себе губы. Так, я нанесла карандаш для губ. Хочу теперь использовать просто lip gloss, блеск на губ сверху карандаша. Посмотреть, как она смотрится. Вау! Блеск просто нереальный. Очень блестящий, прям. Ба-ба! Давайте попробуем теперь просто помаду и вместе. Я это должна быстренько снять. Мне очень нравится консистенция, такая прям легкая. Не чувствуется на губах вообще. Все-таки я люблю матовые больше, чем lip gloss, чем блески для губ. Хочу нанести сверху чуть-чуть. Мне надо посмотреть, как она смотрится на мне. Вообще-то вместе хорошо смотрится. Вау, ребята, очень даже хорошо смотрится. Я думала, не очень будет смотреться, а так вместе классно, просто. Вау. Так вот, ребята, надеюсь, вам понравилось мое Get Ready With Me, можно сказать, видео. Соберитесь со мной, соберемся со мной. Так что, если вам понравилось это видео, обязательно дайте мне знать в комментариях и не забудьте подписаться на мой канал. Так что увидимся с вами на следующем видео, ребята. Пока-пока.